Подходят, делают фотографии, хотя человек об этом вообще не просил, и затем вымогает деньги. Такие нарекания порой вызывают костюмированные аниматоры. Ростовые куклы зебр, лосей, коней давно обосновались на центральных улицах Казани. Уже появились идеи, как их удержать в узде и переодеть. Очень много героев из сказок, да, у нас есть Камар-Батыр, Шуре-Ле, возможно, да, Суанаса, все ее знают. Если их сделать милыми, дать им какой-то новый характер, то, мне кажется, дети будут с восторгом хотеть сфотографироваться. У нас есть символы казанский кот. Почему бы не казанский кот, он тоже может быть в такой же юмористической раскраске какой-то присутствовать. Ну, то есть это как раз предмет диалога. Такими предложениями, как поменять и упорядочить работу всех уличных артистов, делились на круглом столе, организованном управлением культуры города. Так жителей и владельцев заведения на улице Баумана в первую очередь беспокоят музыканты. Это, во-первых, однообразие, во-вторых, нет голосов, в-третьих, это не всегда нормативная лексика, не всегда эти люди трезвые. И поэтому какой-то отбор, вот если получилось, как это в Москве. Также выделить для музыкантов определенные места, где рядом нет жилых домов и гостиниц, например, у часов и памятника Шаляпину. Нам приходится иногда круглые сутки в течение 24 часов слушать целый концерт. Там музыканты разные. Есть такие, которые угрожают, например, на замечание. Типа худсовета определить нам, да, что-то должно быть, которое рекомендовал бы ребятам, которые выступают, все-таки быть опрятными и, ну и в части текстов, репертуаров должна быть какая-то определенность. Ну, наверное, мат стоит запретить, но все-таки репертуар определяет автор, потому что живое исполнение на публике – это всегда такой обмен энергией. Туристы и прохожие на улице Баумана считают, музыкантов слишком ограничивать не стоит. Ну, мне кажется, они никому не мешают, пускай поют. Главное, чтобы хорошо пели, в ноты попадали. Так всегда во всех центрах, во всех городах. Поэтому, мне кажется, наоборот, это атмосфера какая-то городов. А вот куклы в образах национальных героев были бы интереснее. С этим соглашаются многие. Зебра, она банальная, она, возможно, еще где-то есть. А тут только такое в Казани может быть. Мы туристы, и поэтому нам было бы интересно на это посмотреть. Всех казанцев городские власти также приглашают присоединиться к обсуждению новых норм. Свои варианты, как уличное творчество превратить в достойное для столицы искусства, можно отправить на электронную почту в Управление культуры. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, Алмаз Зиаддинов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.